أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин амма ба'д. Салям алейкум, азиз достлар. Мы продолжаем наши уроки арабского алфавита. И сегодня мы рассмотрим с вами некоторые удлинения, которые присутствуют в арабском языке. Первый из знаков удлинения, который мы рассмотрим, пишется в виде вертикальной черточки. Над условной буквы может ставиться или ниже буквы может ставиться. Если ставится сверху вертикальная черточка, читается как долгая гласная А. Если ставится снизу, читается как долгая гласная И. Приведем пример. Ка. Би. Теперь давайте приведем примеры для этого удлинения. Амана, амана, адама, адама, аятун, аятун, хаза, хаза, хахуна, хахуна. Рахманун, Рахманун, Кур'анун, Кур'анун, Лукману, Лукману, Самаватун, Самаватун, Атин, Атин, Ибрахима, Ибрахима, Исмаилу, Исмаилу, Харуну, Харуну, Илахукум, Илахукум, Атахум, Атахум, Фаавакум, Фаавакум, Салатун, Салатун, Закатун, Закатун, Хаятун, Хаятун, Ваддуха, Ваддуха. Еще один знак удлинения, который мы с вами рассмотрим, пишется следующим образом. Над буквой, которая обозначает долгую гласную, например, А, ставится вот такой знак в виде флажка, который означает удвоение, удлинение долгой гласной. То есть тянется она уже не 2 элифа, а 4 элифа. А теперь давайте приведем примеры для этого долгого удлинения. Джаа, джаа, шаа, шаа, суа, суа, джиа, جيء أولياء أولياء يا أيها يا أيها لا أعبد لا أعبد إذا جاء آباؤكم آباؤكم أبناؤكم أبناؤكم
دابة دابة كافة كافة الحاقة الحاقة ملائكة ملائكة أولئك. Обратите внимание, что первое удлинение не тянется. Вместо того, чтобы тянуть «у», мы говорим коротко «у», потому что снизу есть знак «каср». Читать коротко. Улаика. Улаика. Яшау. Яшау. Шухадау. Шухадау. Инна илейхи. Инна илейхи. Саваан. Саваан. قائمة قائمة. И третье наше удлинение связано с местоимением, дамиром. Местоимение третьего лица мужского рода встречается в конце слов в арабском языке, и оно тянется, когда предыдущая буква огласована, и не тянется, если предыдущая буква не огласована. Давайте посмотрим, как пишется это местоимение. Местоимение пишется в конце слова в виде буквы «г», которая добавляется «у» в именительном падеже и добавляется «и» в родительном падеже. В случае, если предыдущая буква после себя не соединяется, то пишется отдельный вариант буквы «г» и пишется «у» в именительном падеже и «и» в родительном падеже. Давайте приведем примеры. Лаху. Лаху. Здесь мы видим, что над буквой лям есть огласовка, значит замир гу мы тянем. Лаху. Бихи. Бихи. Иннаху. Иннаху. Ма'аху. Ма'аху. Бa'даху. Бa'даху. Акрамаху. Акрамаху. Над буквой мим огласовка, поэтому гу мы тянем. Акрамаху. Акрамаху. Ахлуху. Ахлуху. Каулуху. Каулуху. Малуху. Малуху. Раббуху. Раббуху. Халкуху. Халкуху. Шатраху. Шатраху. Байнаху. Байнаху. Аджраху. Аджраху. Ваджхаху. Ваджхаху. Кутубихи. Здесь тянем уже на хи. Так как предыдущая буква Б, огласована через И, значит Ги мы тянем. Кутубихи. Кутубихи. Русулихи. Русулихи. Биизнихи. Биизнихи. Ба'даху.
ба'даху, хальфаху, хальфаху, ризкихи. Обратите внимание, что буква Ра читается мягко с И. Ризкихи, ризкихи, ильмихи, ильмихи, сабилихи. Тянем Хи, потому что предыдущая буква Лям огласована. Сабилихи, зинатихи, зинатихи, абихи. Обратите внимание, что здесь уже мы Хи, замир местоимения в конце не тянем, потому что предыдущая буква Я, не огласована. Она является тянущей, долгой гласной, но не огласована. Абихи, абихи, бирахматихи. А здесь тянем, потому что под буквой Та есть кесра. Бирахматихи, бирахматихи, би'ибадихи, би'ибадихи, нуваллихи, нуваллихи, вануслихи, вануслихи. Лакияху, лакияху, алейхи. Обратите внимание, что здесь также мы не тянем, потому что предыдущая буква Я, не огласована. Над ней стоит джезм. Алейхи, алейхи, илейхи, илейхи, нузикху, нузикху, амильтаху. А здесь тянем, так как буква Та огласована. Амильтаху, амильтаху, фихи, фихи. Не тянем, так как предыдущая буква Я не огласована. Фихи, яхдихи, яхдихи, югнихи, югнихи, анджайнаху, анджайнаху, алламнаху, алламнаху, айяднаху, айяднаху. И здесь также не тянем, потому что предыдущая буква элиф, над ней или под ней огласовок нет, это тянущая буква. Поэтому читаем коротко. Айяднаху. На этом мы завершаем наш урок. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.